силу природы творчества поэт – явление общественное. Поэт говорит с народом, причем говорит он не только и не столько о себе, но и о самом народе, выражая их же сокровенные мысли. А зачастую поэт опережает свое время. Такова природа творчества, такова высокая миссия поэта. Представляем вам продолжение беседы с выдающимся поэтом, автором трудов по тюркологии и тюркославистике, с инициатором и лидером первого советского антиядерного движения Невада-Семипалатинск, с героем труда Казахстана Алжасом Сулейменовым. А мы, вот люди моего поколения, считают, что 60-е и 70-е, когда правил Брежнев, еще молодой, были самыми счастливыми в советское время для культуры, литературы, искусства и так далее. Ну и для экономики, потому что при нем, я по цифрам посмотрел, впервые ВВП, валовый внутренний продукт СССР, прибавлял каждый год по каким-то там процентам. Доходило до 9%. Точно так, как при Дэн Сяопине в Китае вдруг неожиданно стало. А до этого при Сталине, при Хрущеве такого роста не было. И после при Горбачеве, и далее уже не было. А при Брежневе, пожалуйста, было расцвет экономики, говорите, и культуры тогда. Только так. В такой связке вот эти понятия, они существуют. Культура, экономика. Вот сейчас мы спорим, что главное, политика или экономика. Я говорю, нет, культура главная. А вот когда есть культура развитая, тогда и политика культурная будет, и экономика культурная, и другие результаты сразу видны. Вот сейчас у нас тоже в Казахстане идет этот спор, потому что, получив независимость, все республики были поставлены перед этим вопросом, что впереди, или политику развивать во все, независимое государство, или экономику. Мы выбрали экономику, как бы. Развиваем, несколько подзапустили все остальные эти категории. И сейчас мы говорим, нет, сначала культура должна быть. Надо обращать внимание на культуру, потому что литература у нас совсем упала, кино упало и так далее, и так далее. Гуманитарные науки напрочь. Но кому нужно языкознание? Потому что экономика в первую очередь надо развивать, накормить людей надо. Нет, а вот если не будет гуманитарного развития, оказывается, очень трудно накормить людей. Это вот мне вспоминает сразу ученый Моисеев, физик, по-моему, или математик российский. Он на съезде учителей выступал, российских. И недавно, относительно недавно, и вопрос из зала был. Скажите, что надо сделать, чтобы ученики лучше усваивали физику, математику, вот технические науки? Он сказал, обязательно надо увеличить число уроков литературы. Во как. Очень тонко и точно. Поэтому мы сейчас здесь, в Казахстане, уделяем уже большое внимание. И новый президент у нас Токаев, человек очень интеллигентный, вот, придающий значение таким вещам, как книга, искусство, литература и так далее. Ну,
естественно, тогда более критично относящийся и проявлением вот такого антиэкономического плана или антиполитического. Как вы думаете, вот этот вынужденный спад интереса к литературе, он уйдет тогда? Будем читать в будущем? Я думаю, что вот этот период мы переживем. Сейчас молодежь вообще не читает. Ясно, уже 30 лет, по крайней мере у нас, дети не читают, выросло нечитающее поколение. Вот. А что такое книга? Книга – это не просто образное выражение, а фундамент культуры. Книга, она развивает человека каким образом? Мускулирует мозги ему, мускулирует сердце, чувства, мировоззрение и все прочее возникает у него только тогда, когда мозги, как у спортсмена, мышцы накачанные. Вот. А накачивает книга. Вот мы в наше время читающее поколение. Я помню, в 4 классе уже мы читали Толстого. Было 12 томов у кого-то. Первое издание, послевоенное издание Толстого было. 12 томов, книжные обложки тонкой. Наш класс обчитал эти 12 томов, вот, передавая друг другу. В 4 классе это совсем юные же мозги. И вдруг такие там картины, размышления, чувства. Такая нагрузка шла, великолепная, замечательная нагрузка, которая позволила этим молодым мозгам набрать силу. Вот. А вот не читающие, там дальше уже ты увлекаешься всей классикой, перечитаешь до 10 класса всю классику мировую, которая выходила на русском языке. И вот это мощный заряд, который потом сопровождает тебя всю жизнь, помогает и в геологии, и там в химии, физике, чем только ты не занимался, это помогает и литературу писать, и размышлять о судьбе слова, о судьбе народов и так далее, и так далее. Вот что. А когда ты смотришь только свой гаджет, и там смс-ки, и там какую-то брань или игры, я наблюдаю за малышами нашими. У меня есть родственник, он немец, он женат на моей племяннице. У них ребенок, парень, ему 6 лет пока. В это время уже маленькие дети все обрели телефоны, да, и смотрят. Этот немец не позволяет ему подходить к телефонам, к телевизору. Он приучает его читать. Он уже читает в 6 лет. И в дальнейшем он сказал: все, никаких этих телефонов, будешь книги читать. Вот такое воспитание. Хорошо. Ага, интересно. Он заботится о нем, проявляет. А мы слишком доверчивы, мы жалеем детей. Нравится ему телефон, смотри. А он уже смотрит, когда его спрашивают, сколько будет
5,5. Он лезет, видали, как даже таблицу умножения сейчас они не изучают. Это плохо. Алжас Амарович, глиняная книга уже Да. на более древнем источнике. Да. Гильгамеш, да? Это- В связи с чем и что вы хотели этим сказать? И вообще, что вас влекло? У нас был такой секретарь ЦК по идеологии Саттар Нурмашевич Имашев, такой полный, очень энергичный человек. Он пригласил меня и говорит: вот ты получил премию Ленинского комсомола за стихи, это молодежная премия. Теперь можешь получить взрослую премию, Ленинскую премию. Если напишешь к столетию Ленина поэму о Ленине. Соцзаказ у нас назывался тогда. Я получил, начал работать. Напишешь сразу в «Правду», мы отсылаем, «Правда» публикует всю поэму вот, к юбилею. И, естественно, заслуженная слава тебе. Ага. Я работаю. Даже несколько там строф написал, может быть. Но не получается. Я в это время занимался как раз исследованием ассирийской хроники, в которой нашел сообщение о том, как ишкузы, тюрки в VII веке до нашей эры захватили Ассирию, ослабевшую, и 28 лет правили ею. Об этом в хронике написано. И это сообщение Геродот читал. И он в своей истории об этом написал, что он назвал ишкузов скифами. Я там потом объяснил происхождение этого слова «скифы» от ишкузов, как это в написании произошло. Так что я увлечен был этой темой. К тому же я в это время уже очень много знал о Ленине, много почитал того, что нам не позволялось читать раньше. У меня не было такого отношения к нему, как это было, скажем, в самом начале своего творческого пути. Поэтому настроения такого чувственного не было. И, видимо, это повлияло, и я, отдыхая от тех трудных очень строк поэмы о Ленине, увлеченно расшифровывал историю ишкузов, Ассирии. Вот. И там родился сюжет, очень интересный, мне казалось, и так далее. В общем, получилась глиняная книга. Она вышла в 1969 году, вот, накануне столетия. Имашев меня вызывает разъяренно из одного угла в другой. Ходит. Мы просили о ком написать поэму. Вот. А ты о ком написал? Я говорю, вот. Вы же смотрели, наверное, о ком я написал? Да. Ты написал о вавилонской проститутке. Вот. Поэтому вавилонскую тебе премию надо дать, а не ленинскую. Вот так забавно. На самом деле глиняная книга, я и сейчас считаю самое свое, свою работу наиболее такую приближенную к поэтической
потому что я ее написал буквально за пару месяцев. Ну, это такая отдельная тема, замечательная, я ощущал. Вот такой творческий подъем. По ночам работал тогда. Глиняная книга, но она была сразу переведена на французский, отдельным изданием вышла, на другие языки. Но ее трудно, конечно, передать. Так же, как Азию. У Азия там другая специфика. Там нельзя, я там спорю с оригиналами, например, древнерусскими. А когда ее переводишь книгу на другой язык, теряется вот как бы этот древнерусский оригинал, и читателю непонятно, с чем там спорит Сулейменов. Ясно? Поэтому вот это было трудно, Азия перевести, а глиняную трудно по-другому, она более сложная, поэтически более сложная вещь. Один из основных ваших постулатов – это Евразия многоконфессиональная, многоязыкая. А в будущем что нас ожидает? Как вы думаете? Вот здесь предсказывать очень трудно, это понятно. Только в контексте с будущим всего человечества. Сейчас об этом люди думают, потому что когда все это наблюдаешь, что происходит в мире, когда ядерное оружие приобретает все более и более силу в умах, потому что многие даже надеются на то, что ядерное оружие спасет человечество. Да нет, конечно. У нас есть антиядерное движение Невада Семипалатинс, которое я когда-то создал. Вот, поэтому эту тему мы очень хорошо изучили. Вот. И, может быть, когда-нибудь мы об этом расскажем, что был период, когда мы могли избавиться, все человечество могло избавиться от ядерного оружия. Это был как раз вот время правления Горбачева, когда Россия договорилась с Америкой по многим таким вопросам, подходящим к разрешению от ядерного бремени, когда Рейган и Горбачев решали важные вопросы, и мы помогали. Я был народным депутатом, членом Верховного Совета и был даже членом коллегии МИД СССР по как раз курирующим вопросы ядерного разоружения. И был момент такой, но помешали этому моменту осуществиться ГКЧП, бездарно проведенные ГКЧП, бессильные, вывели танки, предоставили Ельцину возможность забраться, и как Ленин на броневике свою речь произнес и разрушил великую державу, по сути дела, как раз когда эти державы договорились избавиться от ядерного оружия. В самый этот момент. Если бы хотя бы еще год-другой потерпели бы до развала, чтобы... Сейчас бы этой проблемы не было, и вопрос бы не стоял так. Один момент, и весь мир погибнет, просто-напросто. Если мир уцелеет, если возникнет опять ситуация такая, которая была в 1991 году,
первой половине 91 года, вот тогда мы можем задаваться этим вопросом. Но и сейчас, в ожидании того, что может случиться, конечно, каждый этнос на этой территории должен подумать о развитии своем, но не в изоляции, а во взаимозависимости со всеми соседями. В 1979 году у нас была такая конференция писателей стран Азии и Африки в Ташкенте. Мне поручили сделать доклад. Ну, а до этого все знали, что я уже объехал и Азию, и Африку. В течение 2 десятилетий мотался по всем этим континентам как заместитель председателя Советского комитета по связи со странами Азии и Африки. Я видел эти страны и колонизации, в эпоху колонизации, и освобожденные уже от колониального ига. Я видел их главную, осознал их главную ошибку. Они поняли, что главная цель и единственная цель для этих стран – это добиться независимости. Вот добьемся независимости, и все, конец пути. А я видел эти страны, тоже Зимбабве, еще колонизированные, цветущие поля, белые фермы, сытый народ относительно сытый. И видел после освобождения все разрушено, гражданские войны внутри, племена бьются за власть и так далее. И до сих пор они, Зимбабве, в таком состоянии, и большинство стран этих. Тогда я выступил на этой конференции и сказал: самая главная ошибка национально-освободительных движений состоит в том, что они конечной целью видят независимость. Вот. И поэтому я предлагаю вот такой путь. От веков зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. Вот это для всего человечества самый верный путь. Другого нет просто. Уже мы посмотрели все возможные пути, испробовали в истории. Вот. И спасти человечество может быть вот это только. Это когда все человечество будет чувствовать взаимозависимость свою от соседей. В многонациональных государствах каждый этнос, большой и малый, чувствовали состояние взаимозависимости друг с другом. Вот как. А как это добиться, что вот мы, Казахстан, скажем, и Великий Китай взаимозависимый, или Россия многонациональная, многомиллионная, и Казахстан. Мы тоже находим эти пути, да. И Китай в чем-то зависит от нас, и Россия в чем-то зависит, и мы от них зависим. Вот эта взаимозависимость и должна, как в семье. Ведь в семье родители и дети, они взаимозависимы, правда же? Ну вот, даже от грудного
ребенка мать зависит в чем-то, и он зависит от нее. Вот как. И вот найти эти пути – это задача не просто политологов, но экономистов тоже, философов, гуманитариев, безусловно, политиков. Все это должно быть в комплексе работать. Сублимация такая. Да. А в чем была причина вот распада этого мощного государства? В один момент ее нету. И в чем была причина? СССР. Да. О, это... Во-первых, во многом беды всех государств зависят от неталантливости руководителей, недостатка. Вот, скажем, Горбачев, я его назвал, в чем-то он был местами великий политик, местами такой провинциал. Вот. В вопросе ядерного разоружения он был великий политик. И здесь мы были союзниками. Вот наше антиядерное движение были его, можно сказать, союзниками. Помогали ему в борьбе с военно-промышленным комплексом. Вот. А во всех остальных вещах он проявлял себя как рядовой политик с опытом областного руководителя. Вот он был областным руководителем когда-то. Вот это основной его опыт. А все остальное уже сказалось. И как экономист он очень слабый оказался. Когда вот Хонекер, даже руководитель Германской Демократической Республики, призывал его: давайте обратим внимание на опыт Китая. Вот сейчас Дэн Сяопин очень продвинуто развивает Китай, коммунистический. Давайте обратим внимание, может быть, что-то полезное и для нас будет. Уже еще не хватало, мы пример с Китая будем брать, что ли? Да, надо было. Вот Китай после этого стал первой экономикой мира, а Советский Союз развалился, и Россия тоже пытается выйти из того положения, куда загнал тогда страну неталантливый Горбачев, так, экономист, как экономист. И, конечно, очень неспособный в этом отношении Ельцин. Вот. И мы сами чувствуем последствия вот того того, что случилось тогда. Оно сказывается и на осколках великой державы. Да, и потом они не отпустили бедного Брежнева. Брежнев, если бы ушел молодым относительно, он просился же: отпустите меня, ради Бога. Нет, окружение не отпускало, потому что они понимали, он уйдет, и им придется уйти. Они его держали, и поэтому начался тот самый застой, распад, который привел к Горбачевщине. Вот как. Поэтому все-таки опыт человечества о определенных сроках правления элит, он выработан тысячелетиями, и хорошо бы обратить внимание на это и в Средней, и у нас в Средней Азии, естественно, и в России, и там, в других местах, где этим вопросом интересуются. Спасибо. Алжас Амарович, последний вопрос о том, что
Ну, в какое время мы живем? Мы живем в эпоху перемен. Вот Да, как так вы и себя ощущаете? В общем, вам комфортно в этом времени? Комфортно, да, мы находим возможность добавлять комфортности времени. Хотя это время перемен, изменений, нужных и полезных изменений, надеюсь. Вот. И время разочарования в тех методах, которые лишили нас возможности когда-то пойти правильным путем. Вот так. Чтобы избежать тех трудностей, которые, увы, мы испытываем до сих пор. Поэтому есть и радостные моменты, есть и разочаровывания. Вот. И грустные. Но это нормально. Вот. Желаю Якутии процветания, алмазов побольше, но чтобы они побольше оставались и в Якутии, не только уходили в стороны. Вот. Ну, естественно, взаимозависимого развития с остальными тюрками и славянами тоже. Вот так.